Если нет у молодежи где реализоваться, этот отток не остановить. Если все талантливые ребята из Южной Осетии уедут, то кто будет строить республику? Все говорят об ожидании перемен. Когда о таком думаешь, вот даже дрожь пробирает. Вот это у нас, в принципе, сейчас основной кандидат. Уже там за несколько месяцев очень много чего было сделано. А вообще, насколько популярна в обществе идея объединения с Северной Осетией? Года 5 лет назад я был против. Да, это большая мечта каждого, чтобы север и юг Осетии воссоединились. Конечно же, я мечтаю об объединении Осетии. Мы единый народ. В Абхазии ценность независимости достается очень в большом приоритете. Из Российской Федерации нам нельзя. Грузия совсем рядом. Против грузин же играют их собственные источники. Когда мне давали гражданство Абхазии, там была графа «Почему вы хотите стать гражданином Абхазии?» Я написал, потому что я люблю Абхазию. Так, Саид, наверное, надо рассказать коротко, зачем мы приехали в Цхинвал. Наша главная задача прочувствовать импульс. Понятно, что мы все о Южной Осетии рассказать не сможем, но и мне хотелось бы, учитывая, что мы занимаемся общественно-политической такой журналистикой, и еще под этим углом рассказать про то, как живут в Южной Осетии. Узнаем, чем сегодня живут осетины, молодые осетины, какие у них устремления, и попробуем проанализировать, что они ждут от будущего. Мне рассказывали, что здесь есть прям центр притяжения. Это кофейня «Дом». Это даже чуть больше, чем кофейня. Такое очень концептуальное место. Я тебе предлагаю начать оттуда. На дворе утро. И я, как вот Георгий знает, я большой любитель начать утро с какой-нибудь сухумской кофейни. Вот нас сейчас пригласили здесь, в кофейню в Южной Осетии. Говорят, что это самая популярная кофейня. Вот и хозяин кофейни, проходите. Здравствуйте, Эдуард. Саид. Очень Здравствуй, приятно. Георгий. Эдуард. Вы разрешите нам на вас надеть петличку, Да, и мы конечно. вас попросим нам провести экскурсию, ладно? Нам Может, очень не пройдем? терпится Да, попробовать. да. Нам рассказывали, что это место притяжения для местных жителей. Здесь какие-то мероприятия проводятся. Разных людей, неважно, творческие, не творческие. Но это место появилось у нас год назад. До этого у нас была театральная кофейня. Ну, мы чуть-чуть потревожим гостей, ничего страшного. Здравствуйте, Я думаю, им приятно. тоже будет приятно. Тоже творческие люди. Одна творческая, другая у нас полутворческая. Врач. И наш проект, он не столько развлекательный, сколько такой общественно-политический, социальный. Мы стараемся обсуждать какие-то сложные темы. И, конечно, политика нам интересна. Нам интересно, как строится политическая жизнь, помимо культурной и общественной, и в Южной Осетии. И вот в связи с этим у меня вопрос вообще, насколько общество, молодежь вовлечена в политику, и вот скоро выборы, какие, может быть, есть фавориты, нет фаворитов, может быть, молодежь вообще аполитична. Ну, по поводу фаворитов я не могу сказать, но за всех я отвечать не могу. Но молодежь в целом достаточно сильно вовлечена, и подростки, и люди постарше, потому что у всех назревает такой вопрос, а где жить? В Южной Осетии или уезжать в Россию? Многие приезжают после учебы и, соответственно, задаются вопросом, а что дальше делать? Где строить свою жизнь? И, соответственно, всех волнует будущее Южной Осетии. Если нет у молодежи где реализоваться, конечно, этот отток не остановить. Например, если брать творческую молодежь, допустим, музыкантов, и они хотят, например, записать свою песню, либо музыку, а нету, например, звукозаписывающей студии. Это уже есть препятствие. И им приходится выезжать, например, за пределы республики, там, в ту же Северную Осетию. Если, например, говорить о туризме, то, к сожалению, большому, это преграда, это таможня. То есть, чтобы был поток большой туристический, это, опять же, нужно чуть-чуть упростить, чтобы больше людей приехало в нашу республику. Иногда даже вот я по себе могу сказать, что мне иногда бывает лень ехать, хотя у меня родители живут в Северной Осетии,
И мне бывает лень ехать из-за того, что я могу там попасть на пробку там 3 часа, 4 часа. Да, я сам и бариста, и уборщик, и я не знаю, все сам делаю. Так, можешь, пожалуйста, сделать мне американо? Без сахара, с сахаром? Без сахара. Давайте мы вас угощаем. Давайте в следующий раз, когда вы приедете. Мы же исследуем абхазовый осетин. Вот смотрите, мы только что еще вернемся. Мы только что стали свидетелями нашей общей черты. Когда нас хотят угостить, мы отказываемся от того, чтобы нас угостили. Это наша, видимо, такая общая кавказская черта. Да. Мы с благодарностью Спасибо. примем ваше угощение. Сейчас каждый из вас должен почувствовать этот вкус кофе. Он тоже кайфует, он не пьет кофе, ну пьет кофе. Я попью кофе. Ой, спасибо. Так. Эдуард, ну правда интересно. Расскажите, почему вы вдруг приняли решение из большого города, города возможностей, в который все стремятся, Москва, приехать сюда? Я здесь родился, но здесь я никогда не жил. Я приехал 6 лет назад, вообще случайно к родственникам. Я говорю, чуть-чуть хочу передохнуть. И я сидел возле театра, так на театр посмотрел, говорю, блин, почему бы не попробовать? Просто по счастливой случайности я попадаю в театр. Хотя Москва это мой любимый город. Ну, Москву я очень сильно люблю. Это как будто я свои стихи там. Потому что я люблю постоянно, чтобы было движение. А если сравнивать Цхинвал и Москву, конечно, это Цхинвал такой. Ты приехал, просто где-то в кресле качалки сидишь и отдыхаешь. Отдых для души. Да, но опять же это не мое. То есть мой отдых это вот постоянно в каком-то движении быть. Мы к вам приехали из Абхазии и снимаем документальный фильм про Южную Осетию. Что для вас Южная Осетия? Это то, чем мы живем, без чего мы не представляем свою жизнь. Мы патриоты своей страны, города и собираемся здесь жить. В последнее время мы возрождаем нашу культуру, традиции. Сейчас у нас часто проводятся концерты с национальной музыкой, спортивные состязания. То приезжают наши братья, друзья, в том числе из Абхазии. Мы уже какое-то время находимся в Южной Осетии. Конечно, мы и за пределами камеры с людьми общаемся. И вот все говорят об ожидании перемен в лучшую сторону. И во многом эти перемены связывают с выборами, которые скоро будут. То есть в любом случае, хотим мы этого или нет, тем, как будет развиваться страна, руководит ее руководство. Там президент и его команда. Да, конечно, есть и люди, которые сюда приходят и на сегодня исполняющие обязанности возлагают надежды на то, что что-то поменяется в лучшую. Конечно, есть контингент людей, которые говорят, посмотрим. Потому что, на протяжении какого-то времени, когда можно сказать, практически ничего не менялось, все один и тот же шлейф. И уже многие скептически относятся к тому, посмотрим. Ой, надежды есть, позитивные, надеюсь. Качество жизни улучшится у нас, заработная плата, что немаловажно. Конечно. А на выборы ходите вообще? Да, обязательно. А, да? О, отлично. Непосредственно связаны с избирательным процессом. По-моему, это самые спокойные выборы, которые мы проводили за время своей работы. А есть какой-нибудь вопрос для всех кандидатов? Насколько они вообще готовы руководить республикой? В каком плане? Компетенции или... Вообще внутренне. Вот когда человек идет, например, в кандидаты, на что он апеллирует, что у него внутри происходит. Мотивация? Да, какая мотивация? Что он хочет? Кресло хочет? Зарплату хочет? Или что-то хочет? Что он хочет? Приехать в Южную Осетию и не посетить деревню мы просто не могли.
Поэтому мы приехали в некую этнодеревню. Да, это специальное такое место, как нам рассказали, в котором можно ознакомиться с культурой народа Осетии, как жили раньше осетины. Вот нас встречает уже хозяин. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Гость зовут Юрий. Георгий. Юрий. Добро пожаловать в 17 век. 17 век, отлично. Это машина времени, да? Телепортация. Где-то с 13 года пришла идея сделать этнический жилой дом-музей. Он единственный такой, что на севере, что на юге нашей Алании. И вот уже 6-й год более 7 тысяч человек уже здесь побывало. И гости, и школьники, и местные жители, приезжие, все сюда приезжают. И мы их окунаем в 17 век. Это как называется Селение Боржнис. В переводе это Святая гора. Вот наша Святая гора. Вот она здесь находится. Она дает детей, и особенно мальчиков. Это, в смысле, до сих пор есть такое поверье, можно приехать. Не поверьте, вот перед вами человек, после 3 девочек, я пошел что нужно сделать, скажите? Со всеми 3 пирогами, жертвенное животное, приносим жертву, поднимаемся наверх, молимся и ждем. В Осетии гость – это Божий посланник. И сегодня он мне прислал вас. Проходите. Ой, какой стол нас ждет. Георгий, с тобой наши зрители нам обзавидуются. Да. Осетинские пироги, прекрасно. Да. Горячие. Так что предлагаю, пока не горячие, помолиться Богу и приступить к Как трапезе. скажете. Осетинское застолье – это целая церемония. И первые 3 у нас бывают молитвы за Бога, за Уастрджи, покровителя воинов и путников, и за святые места. Потом идут тосты. Так что давайте, хшова, пожалуйста. Хшова – это Бог. Мы с Георгием знакомы с осетинскими пирогами, мы познакомились. Я впервые попробовал где вы в Донецке. Мы из Пятнашки, и в Пятнашке есть осетинский батальон, который... то, что там, это вам. Который, в общем, ребята, естественно, привозят. Нам даже как-то горячие умудрились привезти. Вот это горячее только что. И вот это самые любимые. Со свекольными листьями. Это прям Это очень сыро. вкусно. Вы, получается, уже не одну точку притяжения создали в Южной Осетии. Это такой наиболее успешный проект. Вот мне интересно ваши рассуждения о потенциале туризма в целом для республики. 2011 год мы занимаемся развитием туризма. Мы начинали с 50 человек. А сейчас более 6 тысяч. Да, 261 у нас койко-мест. И этого недостаточно, но идет строительство новых гостиниц. У нас все гостиницы новые. Проблема сейчас у нас с таможенным переходом. Вот эти 2 часа никто не хочет терять, и из-за этого тоже есть определенный сдерживающий фактор. Но я рекомендую ездить в Южную Осетию от 2 дней. Чтобы получить полное наслаждение и не проводить полдня в дороге, а полдня только посмотреть. У нас 1500 святых мест. Одним из самых мощнейших энергетических зон это вот здесь, через 30 минут езды отсюда, это святилище Джережуар. Это то самое святилище, где выжил тот самый Сталин, Иосиф Виссарионович. А вообще, насколько популярна в обществе идея объединения с Северной Осетией и вхождения в состав, получается, соответственно, Российской Федерации? Мы вот ждем этого момента, очень ждем, потому что единый народ не может развиваться в разделенном состоянии. Думаю, что большинство все-таки в моем окружении, большая часть людей, они хотят присоединиться к России, в целом к Северной Осетии, чтобы брали и границу между Северной и Южной Осетией, можно было с легкостью ездить в обе Осетии. Я вам честно скажу, 5 лет назад я был против, а сейчас я за. Вот прямо говорю, у меня другие эти были, но учитывая происходящее во всем мире, у нас в обществе, без объединения, без того, что если мы не объединимся, будет для народа хуже. Правда, очень много общего между Абхазией, Осетией. У нас много переплетений исторических есть.
И даже сейчас тоже у нас наши пути, они как бы идут параллельно. В то же время есть различия. То есть, например, в Абхазии ценность независимости, да, и стремление к тому, чтобы укрепить свое государство, она остается очень в большом приоритете у большинства населения. В принципе, больше, наверное, возможностей экономических для того, чтобы государство свое сделать самодостаточным. Да. Здесь есть идея такая основополагающая, это воссоединение с Осетией, воссоединение осетинского народа. Вот. Но в любом случае Россия, да, в целом российский народ и Россия, Российская Федерация всегда для нас является главным союзником, главным защитником, другом. Да. И вот мне интересно, как вообще в целом воспринимает юго-осетинская, да, часть народа осетинского Россию. Без Российской Федерации нам нельзя. Пусть вот история наших отношений показывает, что мы никогда не предали Российскую Федерацию. Никогда. И сам Владимир Владимирович сказал на встрече с нашим президентом, что я знаю, что осетины не предатели. И мы, сыны наших, деды, то же самое делали, мы тоже дальше продолжаем. Мы, как некоторые, наши шапки не меняем и не приспосабливаемся к разным ситуациям. Мы едины в своем моменте. Но у нас есть свои особенности. Как у любого народа. Да, мы свои особенности. Мы люди-воины. 10% населения Южной Осетии на СВО. В России даже 1% нет. Это благодарность нашего народу за и 4-й год, и 8-й год, за все эти годы благодарность за то, что за оказываемую помощь. Очень много осетин стало добровольно в ряды участников СВО. Как ты думаешь, и ты, в принципе, наверное, знаешь, общаешься с бойцами, что движет, какая мотивация, почему осетины идут на СВО? Первое, это, наверное, то, что осетинский народ пережил за всю историю, очень много войн прошел. Вот. И во всех войнах всегда рядом отставляла дружеское плечо Российская Федерация. Вот были такие товарищи, которые вот в самые первые дни просто сели, поехали, вот, не знаю куда, там, не конкретное место, а просто ехали и защищать Родину вместе в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Мы же обязаны, не то что должен, а обязан помогать России. Россия нам же помогает везде, и финансово, и вооруженным, в любом ситуации без России. Как? И Россия нам всегда помогает. Я думаю, что мы обязаны всегда стоять рядом с Россией. Это наш долг. Как ты решил вернуться в Южную Осетию? На Уфе там был чемпионат, международный чемпионат там рукопашный, ММА. Она мне сказала, если у тебя дочка, да, занимается? Дочка, да. Она мне говорила, если, говорит, папа, я выиграю, ты, говорит, уедешь, не обманывай, говорит, больше. Я говорю, хорошо. И она выиграла. Я свое слово сдержал. И бои, и вот с кем я служил, с кем воевал, они мне все даже говорили, иди, уже хватит, не обманывай дочку. Дочка всегда, вот, когда первый пояс взял, он посвящал эту победу, посвящая батальону Сармату или разному. Скажи, чем ты сейчас занимаешься? Я работаю в Министерстве юстиции. С оружием там, объясняешь оружие, учишь молодых, учишь, как разбираться автомат, пистолет, разные оружия. Потом на полигоне возишь, там стреляешь, учишь. Ну, инструктором. То есть я правильно понимаю, что в Южной Осетии в госведомствах есть инструктора, которые обучают рядовых чиновников владению оружием на случай, если вдруг война, да? Да. Меня как учили, я им объясняю, что может никто не знает, завтра опять здесь начнется война, чтобы они были готовы. Ну вот мы были здесь на смотровой площадке, и получается Грузия совсем рядом. То есть город Цхинвал граничит с Грузией. Ну вот у вас остается какое-то, не знаю, внутреннее напряжение
Или вы в целом расслаблены и чувствуете себя в безопасности? Не, я чувствую безопасность, да. Но я думаю, что это так не останется, не знаю. Я думаю, что пока с Россией не присоединимся, я думаю, что через годы пройдут и опять будет война, я так думаю. Всегда должен готовиться, всегда быть начеку. Наши враги рядом живут, скажем так. Они уже в 2020 году делали геноцид, они в 2008 году хотели. Им нельзя верить, я так думаю. Если брать именно научную сторону вопроса информационной борьбы с грузинской именно пропагандой, то там многого ничего не нужно. На самом деле, если в самой Грузии, а там я более-менее, так вот в интернете встречал более-менее объективных исследователей, то у нас с ними никаких проблем не будет, потому что история наших взаимоотношений, она достаточно тесная и хорошо изученная. Другое дело, что в угоду своим каким-то политическим, так скажем, политическому комплексу неполноценности, да, который у них, к сожалению, присутствует, вот это желание доказать, что вот свое «я» и свое превосходство над теми же астинами, абхазами, и выставить нас какими-то, я извиняюсь, не в обиду, конечно же, индейцам, но индейцами, да, вы понимаете, в каком смысле я говорю, то есть дикарями и так далее, то против грузин же играют их собственные источники. И сказать, что мы здесь какие-то там пришельцы, это очень странно. Исходя из позиции той же самой грузинской науки. Тем более, если мы говорим об абхазах и о грузинах, и о их взаимоотношениях. Но, чтобы бороться в информационном пространстве, там элементарно нужны, опять-таки, средства и просто хорошая медийка, по большому счету. Нужны элементарно хорошие там, видеоредакторы, хорошие редакторы просто нужно. Просто все это красиво представить, и никаких проблем. Бороться легко, на самом деле. Потому что, кроме оголтелой пропаганды, с той стороны мы ничего не слышим. А вот и такие вот голоса, которые звучат именно объективно, да, в той же Грузии, которые достаточно рационально, они адекватно, значит, объясняют историю наших взаимоотношений, их, я как вижу, их либо гасят, либо им приходится выбирать выражение, потому что грузинское общество оно до сих пор не толерантно именно к такому, значит, развитию событий, к сожалению. Знаете, наука, она, несмотря на то, что ее используют в основном ту же историю для того, чтобы оправдать какие-то свои действия, она на самом деле объединяет. И с теми же грузинами мы давно бы нашли бы общий язык и жили бы в каком-то определенном таком формате, то есть каждый при своем, но в то же время мы бы избежали бы очень много трагедий, которые между нами имели место быть. Если бы действительно люди науки, если бы ученые, если исследователи, их голос был бы слышен, если бы они умели бы нормально доносить до общества, что все, что делают политики, либо вот эти оголтелые демагоги, это все глупость. Скоро в Осетии, Южной Осетии пройдут выборы, будет избрана новая власть. И, естественно, я так понимаю, что все население активно вовлечено, следит за событиями, и какие-то есть надежды на то, как будет работать новая власть. Вот как бы ты охарактеризовал? Чего ждут люди? Люди, как и всегда, народ ждет процветания, чего я и желаю родной республике. Вот. Всегда перед каждым выбором и всегда новые надежды. Вот. И, соответственно, кого бы ни избрал народ, вот эта надежда, она всегда живет в сердцах людей. Марата Аркадьевича здесь не знали, честно говоря. Он появился, но у него такой большой бэкграунд. Он своими действиями, вот это показывается, вот по чуть-чуть открывается, этот человек раскрывается. И он показывает, что он непростой человек. Человек, который сделал себя сам. Он вхож, я то, что наблюдаю, во все министерские кабинеты Российской Федерации. Человек, он требовательный, суровый, и в каком-то смысле это очень хорошо, потому что без жесткости не бывает результата. Вот это у нас, в принципе, сейчас основной кандидат, которого поддержали очень много партий. Я надеюсь, и на дебатах, и своими делами, вот очень много договоренностей была, встреча с Владимиром Владимировичем. Кстати, я хочу вам сказать, в селении Боржис у нас есть гора Владимира Владимировича. Он в один повторяет вот его, значит, профиль. Есть гора, вот, и Russian Today сюда приезжал, снимал передачу в 2021 году. Таким образом,
Я надеюсь, что народ сам посмотрит, оценит, и нам уже хватит голосовать. Это вот мой знакомый, давай за него проголосуй. Нам надо голосовать за будущее и за человека, который уже показал. Если человек вчера ничего, за 30 лет ничего не сделал, он через 30 лет тоже ничего, в течение последних 30 лет тоже ничего не сделает. Вот бывает президент, а вот бывает президент и народный лидер. Два вместе. Он был один раз, но сейчас его нету. Но сейчас я не могу сказать, что у нас вот народный лидер, и что за ним пойдут народ, вот именно вот так. Нету такого. Я не могу сказать такого. Если бы он был, мы бы вот к такому кризису бы не пришли. У нас кризис. Кризис власти. Люди по чуть-чуть в последние годы начали уезжать из республики, не видя будущего. И если бы был сильный лидер, он бы что-нибудь сделал. Но в данный момент я не могу врать. Я пока его не вижу. Вот сильного лидера, народного лидера. Я вижу попытки, но пока народ сам скажет, он лидер или не лидер. Если появятся его фотографии в домах, значит, он лидер народный. Тот политик или тот человек, которого изберут на должность президента Южной Осетии, он должен просто оглянуться назад, посмотреть на опыт своих предшественников и просто действительно начать работать. И это уже зависит от них самих. Просто проблема в том, что у нас люди уже особо никому не доверяют, ничему сову не доверяют. И поэтому я думаю, что в один день народ начнет вынуждать этих людей работать. Если раньше их люди особо не трогают, там держатся в рамках закона и так далее, то есть я сейчас говорю не о революциях, не о каких-то бунтах, я говорю о чисто гражданском, значит, активном таком участии в жизни государства. И оно настанет в один день. Здесь люди не то чтобы злые, но им тоже надоело, знаете, когда считаются глупцов и очень часто делать не то, что надо делать. И люди тогда этих людей заставят работать. И вопрос уже в том, они будут готовы уже тогда действительно что-то делать. А тогда, конечно, я оптимист, и, конечно, я верю, что люди, которые придут к власти, они сделают много хорошего. Ну, вернее, скажем так, они будут выполнять свои обязанности. То есть достаточно, мы же не в восточной деспотии живем, чтобы кого-то себе избрать и ждать как благословения с небес, что они что-то сделают. Это их обязанность, это они обязаны делать. И каждый из них, просыпаясь утром и засыпая, должен думать именно о своей работе, о своей родине. И оправдывать то доверие, которое ему народ оказал. Главный вопрос каждого руководителя – это благосостояние его народа. Когда он приходит, он должен понимать, что люди должны быть заняты, работать, учиться, развиваться, стимул иметь. Но когда ты разделен чуть-чуть здесь, чуть-чуть там. Вот сейчас Марат Аркадьевич, представитель Дигорского ущелья нашей Алании. Дигорцы в 1920 году очень большой вклад внесли, когда геноцид нам устроили в 2020 году, наши в кавычках хорошие соседи. Дигорцы приняли вот здесь недалеко, это Дигорское ущелье, и основную часть приняли там. В 1930-х годов с Дигории приехало к нам два выдающихся творческих человека, это Махарбек Туганов и Борис Галати. Один занимался сбором фольклора, на бобинах этих восковых. Он ездил по всем горам и собирал, и фотографировал, и собирал музыку. Махарбек Туганов, он сделал музей, художественное училище и сделал иллюстрацию к книге Нардского эпоса. Сейчас в нашем национальном музее как раз представлены его фотографии. У меня личный архив фотографий был Махарбека Туганова. Я его оцифровал. У меня очень много архивных фото и видео. И таким образом наши представители из Дигорского ущелья внесли очень большой вклад. Сейчас мы находимся в селении Жирия, а здесь находится церковь, а перед церковью стоит тис, которому 2000 лет. В советское время он до сих пор числится в реестре Эрмитажа. И в советское время у него было два охранника. Тис, он мужского рода, он единственный остался на вообще постсоветском пространстве. И он для нас очень дорог. За Тисом находится церковь, которую построил парень по фамилии Котолов.
а он 3 раза на СВО попал в ранение, и вот компенсацию за ранение, он эти деньги вложил в собственную деревню, и где-то церковь была разрушена на уровне метр 1,50 м высоту. Сейчас он построил ее целиком, возвел и колокольню поставил. Театральная жизнь у нас очень яркая, конечно. У нас часто бывают гастроли. Нас везде очень хорошо принимают, правда, очень, правда. Но мы даже бывает очень неожиданно. А что касается спектаклей в самой Южной Осетии, собираете полные залы? Вот это событие, явление для республики? Не, бывают полные залы, но в основном ходят у нас на комедии, как и везде, я думаю. Да, у нас вот новая постановка была «Теща». Вот там уже где-то 5 спектаклей мы уже показывали. Там всегда бывают аншлаги. Ну, на комедии у нас очень ходят, да. Республика маленькая. Как развивается театр? Вообще, есть ли молодые актеры? В Абхазском национальном театре, вы извините, что я постоянно делаю ссылки, там 4 поколения актеров, и театр этим очень гордится. Как обстоят дела тут? Да, у нас есть молодое поколение, они здесь у нас окончили Юго-Осетинский государственный университет, они у нас уже работают вот 2-й год, они такие талантливые, мы просто их обожаем. Большое спасибо за то, что они у нас есть, да, есть у нас 12 человек. Ну, если говорить о положении дел сегодня, в целом о культуре, о том, как себя чувствуют деятели культуры. Вот такой откровенный вопрос, насколько они востребованы, чувствуют ли они себя нужными народу, стране, руководству, республике. Конечно, конечно. Нас очень любят. И зритель, и руководство, и государство. Да, мы всем нужны, слава Богу. Там сильно не затушевывай, а чтобы движение вот так было, формы, объемы были, чтобы формы были, да, чтобы объемы были. Сказать, что нет развития сегодня в Южной Осетии искусства, такого невозможно сказать. Она развивается, она движется, мы делаем творческие выставки, мы выставляемся и в Москве, во Владикавказе, выставляемся в разных городах России, собирались выставляться в Абхазии. Живой пример, вот рядом мой внук, который стремится, у которого внутренний огонек его тянет в искусство, он постоянно пишет, работает, хочет быть художником, хочет быть творческим человеком. Для художника упражнение это одно, чтобы он работал постоянно, и постоянно работал с любовью. И чтобы во время работы все его внимание было на его работе. Вот тогда у него будет движение, у него будет перспектива движения вперед. Вот поставку тоже всегда делай, чтобы фигура у тебя стояла бы. Меня зовут Тамерлан, моя фамилия Малкаров, и я живу в Южной Осетии. Учусь я в школе лицея искусств. Учусь я уже там 3-й год. Перехожу в 7-й класс. Стать художником, желательно художником-графиком. Я в основном целый день рисую, развлекаюсь, читаю. Я читаю книгу Карлсон Кастанеда, 1 глава, «Обучение Дона Хуана. Отдельная реальность», и она духовного состояния. Сила работы, сила творчества в том, что сколько силы, сколько энергии и сколько вложено в картину. Если в картину вложена мощная энергетика, мощная сила, замысел, то она работает на века. Я могу пример привести. Вот когда-то много раз в ЦДХ выставки смотрел. Вот идешь вот выставку смотришь, и простая работа. И она тебя останавливает, возвращаешься и смотришь, просто букет цветов, и она тебя тянет к себе. Простая работа тебя тянет к себе, и ты не знаешь, почему она тебя заставляет останавливаться и смотреть на него. Когда пишут иконы, пишут какие-то вот для церквей или для чего-то,
люди постятся, чтобы очиститься от плохих мыслей, от грязной энергетики, чтобы вот, когда работаешь, вкладывать чистую энергию в свои работы. Вот смысл в этом. Вы бывали в Абхазии? Да, бывали. Мы были 3 года назад у вас. И до этого тоже были. Где-то 10 лет назад были у вас. И 3 года назад были. Почему я запомнила? Потому что я там день рождения справляла, да, после спектакля тоже «Черную бурку» туда повезли. Нас прям очень тепло встретили, очень хорошо нас приняли. Большое вам спасибо за это, конечно. Да, очень теплый зритель. Лично для меня абхазский народ – это братский народ. Лично для меня. Я уважаю абхазский народ. Когда мне давали гражданство Абхазии, там была графа «Почему вы хотите стать гражданином Абхазии?» Я написал «Потому что я люблю Абхазию». И комиссия, которая принимала, давала гражданство, она смеялась. Ну, это действительно, это просто искренне, на самом деле. Вот у наших народов есть любовь друг к другу. Эта любовь их притягивает, наши народы. А различия стираются между этой любовью. Она убирается. Поэтому, конечно, мы разные по-своему, но общее тоже очень много есть. Мне кажется, традиционно осетины, спортивные, знаем много чемпионов еще советских времен. Насколько сегодня ситуация, какой потенциал у современной молодежи, у детей, какие результаты и какие перспективы? Отсюда есть, в 1996 году был олимпийский чемпион Вадим Богиев. В 2016 году Сослан Рамонов, тоже выходец из нашей республики, тоже олимпийский чемпион, чемпион мира. После него есть ребята, которые показывают результат, но пока что не на уровне Олимпийских игр, но каждый год с нашей республики как минимум бывают чемпионы России по юношам, призеры России по молодежи, то есть в разные возрастные категории в борьбе, и в каждой возрастной категории они умудряются показывать результат. Несмотря на то, что у нас тренируется все-таки в разы меньше детей, чем в других республиках, потому что население у нас меньше, но в плане качества они не уступают. В плане тренерской работы все хорошо у нас движется, но финансы нужны, потому что, видите, у нас маленький город, нам не с кем выступать, тут нету таких турниров, да, где может ребенок набарываться, становиться сильнее, нам постоянно надо куда-то ехать, это в Северную Осетию, там, дальше в Дагестан, Чечня, вот Северный Кавказ, нам постоянно надо ездить куда-то, а это все деньги, и не у каждого ребенка есть возможность каждый раз это все оплачивать со своего кармана. Ну вот у нас тоже друг наш, Астамур Арста в Абхазии, он тоже тренирует детей, для него это как смысл жизни в каком-то смысле, он очень много вкладывает не только в сами тренировки, но и, наверное, каким-то воспитанием даже занимается. Вот что для тебя эта работа? Есть такой момент, да. В первую очередь был у меня тренер один, тоже абхаз, кстати, и в свое время Зурик говорил так, что может спортсменом вы не станете, но главная его задача была воспитать в нас мужчин, то есть мужские качества. И на сегодняшний день мы также делаем. То есть если в ребенке нету элементарных человеческих качеств, то и спортсмена из него сделать не получится. На первом месте всегда идет воспитательный момент, а потом уже дальше мы делаем акцент на дисциплину, и уже дальше делается спортсмен, то есть формируется. Но фундамент всего этого – это воспитание. То есть первый акцент, на что мы делаем, то есть пытаемся в детях, вот то, что в нас воспитывали старшие, младшие, уважение к женщинам, к своему народу, к республике. И можно уже потом постараться сделать спортсмена, если, конечно, желание у ребенка есть. Буквально недавно правительство Южной Осетии и платформа «Россия – страна возможностей» подписали меморандум о сотрудничестве. Но я как журналист привыкла оценивать новости с точки зрения их реального влияния на жизнь людей. И здесь можно совершенно точно сказать, что у молодых, амбициозных ребят из республики появляется возможность и такой понятный социальный лифт. Пока не все до конца понимают ценность этого договора, ценность
возможности, которые он дает, но это в том числе наша с вами работа, им рассказать об этом, донести это. Здесь очень много талантливой творческой молодежи, у которых на данный момент не так много возможностей для того, чтобы реализоваться и в том числе время проводить. И сейчас эти возможности, в том числе благодаря договоренностям, о которых мы с вами сейчас разговаривали, открываются. А так молодежь собирается вот своими какими-то компаниями, выезжают в горы, сидят в кофейнях, гуляют. Вот в том числе вот это самая популярная среди молодежи улица, ее называют цхинвальскими патриками. Какие устремления у осетинской молодежи? Чего хотят, чего ожидают, как смотрят на будущее с надеждой, не знаю, может быть, наоборот, в основном все мечтают уехать отсюда? Я, когда заканчивала школу, передо мной, как и перед, наверное, всеми ребятами, встал вопрос: уехать в Россию, в Москву, во Владикавказ, куда угодно, или остаться. Многие ребята выбирают уехать, и я их понимаю, потому что там и больше вузов, и больше возможностей, и больше, как сейчас модно говорить, движа. Но я выбрала остаться, поступила в Юго-Осетинский государственный... Сама или тебя семья не пустила? Нет, сама. Выбрала остаться, выбрала Юго-Осетинский государственный университет. И это было осознанным решением, а не потому, что просто так получилось. Почему? Потому что, простая арифметика. Если все талантливые ребята из Южной Осетии уедут, то кто будет строить республику? То есть у нас народ маленький, и каждый врач, каждый учитель, каждый журналист здесь на счету. И, условно говоря, уезжая из республики, ты забираешь у нее частичку ее будущего. Не жалеешь об этом? Нет, не пришлось жалеть? Ни разу не жалею. В Абхазии, например, Южная Осетия, она часто на слуху. У нас есть памятники, посвященные добровольцам из Южной Осетии. У нас флаг Южной Осетии всегда на всех праздниках присутствует. То есть вот мы как-то постоянно ощущаем братское какое-то, чувство такое. Да, вот есть ли это здесь? Да, это абсолютно взаимно. Каждый раз, когда к нам приезжают гости из Абхазии, мы их очень гостеприимно принимаем. Даже когда на каких-то различных форумах мы бываем, мы вот издалека друг друга узнаем, всегда вместе проводим время. Мы сейчас находимся на центральной площади города Цхинвал. Можно сказать, это сердце нашего города. Естественно, здесь у нас проходят все основные мероприятия. У нас мы, не знаю, насколько могу себя относить еще к абхазской молодежи, но мы в целом, особенно в студенческие годы, мы были очень активны. И сейчас, в принципе, абхазская молодежь активна, она принимает участие активно в культурной жизни, в политической жизни. Как у вас с этим обстоят дела? По поводу активности молодежи, я думаю, не знаю, если вы еще с кем-то до меня разговаривали и задавали им этот вопрос, то, я думаю, вам бы рассказали, что тоже у нас очень активная молодежь, очень продуктивно работает комитет по молодежной политике и спорту. Юго-Осетинский государственный университет также предоставляет огромные возможности нашей молодежи. Опять же, свой личный пример. За последние 3 года я на каких только мероприятиях в России не побывал. Для молодежи создаются все условия, чтобы созидать, действовать, что-то новое создавать, что-то новое придумывать. И я вам скажу, что молодежь также активно пользуется этими возможностями. А что беспокоит молодежь? Знаете, мы все-таки, как и наши братья абхазы, пережили очень непростые времена. Сейчас, конечно, мы полностью уверены в нашей безопасности благодаря Российской Федерации, благодаря и собственным силам. Но я думаю, что у многих людей все-таки есть, даже если не страх, то какая-то тревожность, что все-таки когда-то может что-то, есть какая-то вероятность начала опять этих неприятных событий. А если о будущем поговорить? Какие надежды у вас на будущее? Иногда сидишь так, может один, может опять же с друзьями, обсуждаешь, думаешь. Хочется, конечно, чтобы через лет 15-20 здесь, не знаю, там
Южную Осетию прозвали там вторым Монако или что-то еще. Это, конечно, вот когда о таком думаешь, вот даже дрожь пробирает, вот настолько грандиозная эта идея. И мы все верим, что в наших силах сделать все возможное, чтобы когда-то этот день настал, и мы, конечно же, будем идти к этому. У Южной Осетии есть силы, есть потенциал для того, чтобы очень так, мощно развиваться. Я скажу просто одно, те, которые работают на таких высоких постах, просто должны реально думать о Республике Южная Осетия. Назови один самый удивительный факт про Южную Осетию. Скорость. Скорость жизни в Южной Осетии. Она быстрая или медленная? Наоборот, она очень такая удобная скорость. И не быстрая, и не медленная. Вот что-то среднее. Вот бывал в Москве, и, ну, естественно, к этому надо привыкнуть, и к ритму Москвы тоже надо привыкнуть. Но в разных городах побывал, и вот как здесь у нас жизнь протекает, так, ну, не быстро и не медленно, вот это прям очень сильно меня... И дела можно делать, и почувствовать жизнь, понаслаждаться. Пешком за 10-15 минут до любой точки можно добраться. Мне интересно с тобой порассуждать, как с журналистом Южной Осетии. Совсем скоро выборы президента республики. Наверняка ты в курсе, наверняка ты в этот вопрос погружаешься. Есть какие-то фавориты, есть понимание вообще, кто будет баллотироваться? Мы вот сегодня узнали, что еще проходят вот эти все... проходит регистрация. Но уже как бы вот мы в Абхазии предварительно всегда понимаем, кто баллотируется еще до регистрации. Как у вас с этим дела обстоят? Да, у нас пока еще проходит предвыборная регистрация кандидатов, но среди молодежи, я отвечу за свою часть, абсолютно точно уже есть фавориты. Это, естественно, Марат Аркадьевич Камболов. И сейчас просто объясню, почему. То есть это не просто на словах, условно говоря, родилась эта поддержка. В один из первых дней после того, как Марат Аркадьевич стал исполняющим обязанности президента республики, он вместе с первым заместителем главы администрации президента Российской Федерации Сергеем Владимировичем Кириенко встретился с молодежью. Встретился с нами, чтобы обсудить наши какие-то нужды, наши чаяния, что мы хотим, какие у нас идеи, какие возможности нужны. Мы все высказали, он нас выслушал. И здесь надо отметить, что он пришел нас, не только слушать, он пришел к нам с реальными идеями. То есть вот к вопросу о том, с вами мы обсуждали то, где молодежь республики проводит время. У нас нет какого-то одного пространства, где мы проводим время, есть в этом нужда. И Марат Аркадьевич сказал нам, что в республике построят дом молодежи. Вот один из итогов. Далее на проекты, конкретно из Южной Осетии, будет выделено 100 миллионов рублей из российских грантовых фондов. То есть это и культура, и IT, образование, то есть те направления, в которых молодежь республики сможет реализоваться здесь, у себя на родине, и не будет необходимости выезжать куда-то. Учитывая современные реалии, это Марат Аркадьевич. И скажу вам так, что он и популярность быстро хорошую приобрел, и я думаю, что поддержку тоже. Вот сейчас это Марат Аркадьевич. По тем наблюдениям, которые я вот сейчас вижу, я думаю, изменения будут хорошие, потому что уже там за несколько месяцев очень много чего было сделано. То есть такие вопросы были затронуты, которые, наверное, годами стояли. И я не знаю, может, руки не доходили или как-то не получалось с этими вопросами связываться. Но на сегодняшний день вот я вижу, что очень много работ каких-то происходит в республике после, так сказать, застоя. Так что я считаю, может, в сентябре после выборов, если президентом станет Камболов, который сейчас исполняющий обязанности, то дальше будет все только лучше. Главный вопрос, который всех жителей республики интересует, это пересечение границы, потому что она занимает очень много времени. И хочется, чтобы вот этот вопрос как-то уладился, потому что вот в моей работе тоже бывают моменты, что вот ты поехал с детьми на соревнования,
и ты провел 2 дня на соревнованиях, то есть дети устали, и тебе надо ехать обратно уже уставшим, и там дорога у тебя может занять 6 часов. Да, вот знаете, наверное, как и про Абхазию, про нас знают только в контексте войны, политики, каких-то конфликтов. А мне хочется, чтобы о нас знали в том числе благодаря нашим врачам, музыкантам, благодаря нашей прекрасной природе, горам, людям, чтобы о Южной Осетии именно знали с этой точки зрения, с этого контекста. За время последних 18 лет, прошедших со времен войны 8 года, вот все, что о чем мы мечтаем, это элементарно о том, чтобы наше общество стало более здравым, более нормальным, более здоровым. Что я подразумеваю? Это чтобы работал еще лучше закон, и чтобы создать такое общество, где есть справедливость. Наша молодежь, она хочет справедливости, именно справедливого к себе отношения. Третье, чего мы хотим, это, конечно же, того, чтобы те возможности, которые у нас есть, у пассионарной части молодежи, у талантливой части молодежи, чтобы они поддерживались в полной мере, чтобы они не угасали. Конечно же, я мечтаю об объединении Осетии. Мы единый народ. Мы стали просто разменной, так скажем, монетой в геополитических играх всех держав своего времени, когда нас разделили этой самой таможней, которая нам вообще стоит не к месту. Мы единый народ, у нас нет другого выхода. И мы должны жить в составе одной большой, я имею в виду, единой Осетии, единой осетинской семьи. Молодежь, естественно, это большая боль как для молодежи, так и для взрослого поколения, то, что один народ, он разъединен. Условно говоря, это большая мечта каждого, чтобы север и юг Осетии воссоединились, и в том числе молодежь. То есть мы, можно сказать, и так едины. Мы ездим во Владикавказ на какие-то различные фестивали, они приезжают к нам, устраиваем очень много различных мероприятий, всегда бываем едины, и молодежь к этому. Это большая мечта, в том числе молодежи, и надеемся, что в ближайшем будущем это получится сделать. Мы только что закончили снимать наш блог в Южной Осетии. И вот мы решили подвести итоги, скажем так, с пылу с жару. Вот только-только это наши первые эмоции от знакомства с Южной Осетией. Да, я уже здесь во 2-й раз и много чего узнал нового, потому что в прошлый раз приезжал по работе. Сейчас удалось побольше пообщаться с ребятами из разных сфер. Могу сказать, что у нас очень много с юго-осетинами. У нас много в прошлом, в настоящем, в будущем. У каждого есть свои какие-то различия и видения будущего, но в целом нас много объединяет, и мне кажется, что мы должны работать над тем, чтобы больше знать друг о друге, приезжать друг к другу и общаться. Ты знаешь, я хочу тебе сказать, что эти 2 дня меня не покидало чувство белой зависти, потому что и это сразу бросается в глаза, на протяжении всего этого времени слышим здесь родную речь. На родном языке говорят абсолютно все поколения. Это везде, в кафе, просто между собой. И это прям, правда, очень восхищает, потому что мы с тобой прекрасно понимаем, с какими трудностями сталкивается абхазский язык. И когда ты видишь тоже маленький народ, но который при этом сумел сделать свой родной язык языком, который используют в повсеместной жизни, это прям здорово. И маленькие, и взрослые, и молодежь. Это вот первое, что бросается в глаза. Это такое, понятно, что сразу столько много выводов не сделаешь, но это вот один из первых выводов. Если говорить о том, что хотелось бы перенять, это, наверное, любовь к спорту, да, и здоровый образ жизни, потому что здесь действительно молодые ребята, девушки, все спортивные, красивые, все активно занимаются спортом. Я думаю, что это нам бы тоже не помешало. А так, в целом, проблемы, конечно, есть, безусловно, но у людей есть надежда. И пожелаю, наверное, им спокойных выборов в ближайшее время и в дальнейшем, чтобы консолидированно народ двигался к своим целям. Я очень верю в то, что это не последний наш визит здесь. Мы за эти дни услышали очень много приятных слов об Абхазии. С теплом везем их к себе домой.
В общем, я в полном восторге от нашего с тобой эксперимента поехать и снять такой влог. Да, спасибо, Южная Осетия. Ирета Разма. Осетины вперед, это так переводится. Мы 100% еще сюда приедем, просто провести время, и уже, в принципе, даже наметили какие-то интервью с интересными личностями отсюда. В общем, Южная Осетия, большое спасибо, до новых встреч.